Здравствуйте. Сегодня поговорим о, просто колоссальных сооружениях посреди монгольской степи. Представляете? Каменные комплексы диаметром до 400 метров. Это хириксуры, памятники бронзового века. Да, загадочные штуки. Вот именно. Попробуем сегодня разобраться в источниках, что это, кто их строил, а главное, зачем. Какое у них было ритуальное социальное значение у этих, древних кочевников. Да, попробуем. И сразу надо сказать, Шириксора — это ведь не поселение, где люди жили. Это именно ритуальные центры. Ага. Типично это как выглядит. В центре каменная насыпь, потом идет ограда, часто квадратная, или круглая бывает, и еще такие насыпи поменьше, обычно с юга и востока. А масштабы? О, масштабы впечатляют. Есть оценки, что на самые крупные шириксуры ушло, где-то 500 000 больших камней. Вы только представьте. 500 000. Это же сколько людей нужно было собрать, и явно не за один сезон работы. Точно. Это огромный труд для кочевых, в общем-то, разрозненных групп скотоводов XII-IX веков до нашей эры. И вот главный вопрос. Зачем они собирались для такой, титанической работы? Похоже, все упирается в ритуалы. Скорее всего. Есть же деталь очень интересная. И сами эти вот сооружения, и останки лошадей под малыми насыпками. Там часто находят черепа с шейным позвонком, копыта. Все это ориентировано на юго-восток. Да, строго на юго-восток. А это как раз направление восхода солнца в период с октября по декабрь. То есть можно предположить, что и строительство, и жертвоприношения были приурочены именно к этим месяцам. Октябрь-декабрь. Да, именно так исследователи и думают. И что любопытно, тут можно провести такие, знаете, этнографические параллели. Какие? Современные кочевники Монголии, они, конечно, лошадей в ритуалах уже не приносят в жертву так массово, но забивают их на мясо часто как раз когда с октября по декабрь. На зиму заготавливают. Ага. И некоторые их обычаи, как они обращаются с останками, например, кладут череп мордой на восток, возможно, это какое-то эхо тех древних ритуалов. Понятно. Но вот что меня действительно интригует, под центральными насыпами, самыми большими, часто находят погребения. Так. Но при этом инвентарь в могилах, как пишут, очень скудный. Это же совсем не похоже на, скажем, более поздние богатые могилы знати, у хунну, например. Совершенно верно. Очень резкий контраст. И сразу вопрос, кто эти люди? Почему им такой монумент ставят, а вещей ценных почти нет? Вот, кто они? Есть две основные гипотезы. Первое, что это были лидеры, такие авторитетные, но их статус, их, так сказать, власть проявлялась не через богатство, которого мы как раз и не видим, а через их способность мобилизовать вот эти огромные коллективы на стройку, на ритуалы. Это как бы другой путь к власти, понимаете? Не через накопление, а через организацию. Власть через организацию труда и ритуала. Интересная мысль. А вторая гипотеза? Есть же вторая. Есть, да. Другая точка зрения, что погребенные — это не столько правители, вот в нашем понимании, сколько символические фигуры. Они представляли всю общину. Символы общины. Да, в обществе, которое больше на группу ориентировано, а не на индивида, Херкусор мог быть местом ритуалов для блага всего коллектива, а человек в центре — это как бы фокус идентичности этой группы, может, даже своего рода жертва ради всех. Тоже сильная версия. Но в обеих гипотезах главное — это ритуал и коллектив. Именно. Вот это ключевое. И еще поразительно. Пишут, что эти комплексы строились по очень похожим канонам. Структура, ориентация целых 300-400 лет. Да, это очень долгий срок. Как это вообще возможно? В дописьменном обществе такая стабильность традиции наводит на мысль о каких-то, специалистах по ритуалам, да? Да. Которые эти знания хранили и передавали. Да, такая гипотеза существует. И вот эта стабильность и особенности погребений как раз позволяют сравнивать то общество с последующими культурами. А как сравнивают?
Ну, вводят такие понятия, как интегрированные общества, это вот предположительно строители хириксуров, где группа важна, коллектив, и асимметричные, это где уже видно явное неравенство, власть и богатство у отдельных людей, как у тех же хунну. Понятно. Интегрированные и асимметричные. Да, и есть мнение, что вот эти интегрированные общества, где лидеры, ну или символы группы остаются как бы частью коллектива, они могли быть более стабильными, долговечными, особенно если у элиты не было еще сильного аппарата принуждения, чтобы удерживать власть. Итак, давайте подведем итог. Хириксуры — это грандиозные свидетельства коллективного труда и веры древних кочевников. Все завязано на ритуалах, на солнце, видимо, смене сезонов, ну и лошадях. Да, лошадь там явно играла особую роль. Они показывают нам общество, которое, возможно, ставило группу выше личности, и это, может быть, давало ему стабильность на века, в отличие от более поздних культур. Да, где мы видим больше индивидуализма, так сказать. Но вот кем были люди в центре, то ли лидерами-организаторами, то ли символами общины, тут, получается, консенсуса пока нет. Да, это все еще предмет дискуссии. Обе версии имеют под собой основания. И вот сам факт, что существовали такие стабильные системы, где общий ритуал был важнее, чем показать личное богатство. Вот именно. Это заставляет задуматься, а какие вообще механизмы сплоченности, устойчивости общества могут быть, кроме привычной нам иерархии и накопления? Может быть, общие ценности, совместная деятельность? Это уже вопрос, выходящий за рамки чисто археологии, конечно. Совершенно верно. Это уже про нас, про общество в целом. Есть над чем подумать.